Уже с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут почти на 4%. Средний размер страховой пенсии по старости после увеличения составит 18 039 рублей, по инвалидности 11 115 рублей, по потере кормильца 10 925 рублей. Если пенсия неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, то для него устанавливается региональная социальная доплата из республиканского бюджета. За ней пенсионерам необходимо обращаться в органы соцзащиты. Размер прожиточного минимума на следующий год утвержден в размере 10 192 рубля. Такую доплату получают 28 тысяч неработающих пенсионеров. Важные изменения в 2018 году коснутся и пенсий работающих пенсионеров. Их выплаты по-прежнему будут индексироваться только после увольнения с работы. Сейчас проиндексированная пенсия начинает выплачиваться через 3 месяца после увольнения человека с работы. И доплата за эти пропущенные 3 месяца не производится. С 1 января такая доплата производиться будет. И что важно отметить, такую доплату получат не только те, кто уволится в следующем 2018 году, но и те, кто уволятся в октябре, в ноябре и декабре текущего года. Программа материнского капитала продлена до конца 2021 года. Средства можно будет направить на присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях в любое время после рождения, не дожидаясь 3-летнего возраста. Причем оплатить эту услугу можно за любого ребенка в семье. Направить деньги по-прежнему можно и на обучение, даже если программа не имеет государственной аккредитации. Важно лишь наличие лицензии у образовательной организации. Также возможно будет ежемесячная выплата из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума для нуждающихся семей.